насчет это, про узбеков сказали, скажите. Да, у меня были в прошлом году покупатели с Узбекистана. Вот они тоже приехали. У меня цена была 150 рублей на маргариту. А они, значит, взяли у меня там 1000 штук. И взяли еще где-то в другом месте по 80 рублей. Ага. Вот. А в этом году они мне звонят и говорят: ой, вы знаете, Рима, вот мы взяли, а у вас маргарита другая, а там другая. Мгм. То есть, понимаете как, вот люди, покупатели приезжают ко мне, покупают маргариту, я отвечаю за сортность. Мгм. Они у меня на место приезжают, где я выращиваю ее. То есть человек может всегда приехать и сказать, ну, мол, почему ты мне то дала? А там они взяли, где-то взяли. Я говорю, ну, предъявите им претензию, что они вам не дали тот сорт, который нужен. Ага. А это, говорит, полка оказалась. Понимаете, вот, А. вот разница. Вот, ну, почему так делают люди? Ну, они перекупщики, понимаете, им все равно, что продавать. Они свои деньги заработали и до Даже у свидания. них такие плантации нету, просто они да, отсюда забирают и там 2 раза, 3 раза Да, да. дороже. А много продают, очень да? перекупщиков. А. Там человек, который сам выращивает, Ага. он будет отвечать за сортность, понимаете? А когда человек берет, перекупает, ему все равно. Обманул там или он не обманул, или это ему пофигу. Он продал, деньги заработал. Он продал саженцы, деньги заработал, и ему вообще по барабану. Ты с него не спросишь, ничего не сделаешь, понимаете? Поэтому и Он творится просто исчезает такое. и все, да? Да, А. и все. И телефон не отвечает, и ничего не отвечает, и все. Так что, понимаете как, чтобы соблюдать сортность и купить за свои же деньги то, что вам надо, надо приезжать на поле, смотреть, Да, да, да. что это и как это. И человек, который выращивает, он не будет вас обманывать. Все, спасибо. Пожалуйста.